К востоку от Сухумской крепости возник крупный торговый город, названный местными жителями Старый Стамбул. Это было время резкого упадка культуры и экономики края, процветала работорговля. Турки ежегодно вывозили из Абхазии до 12 тысяч рабов. Все, что было создано предшествующими поколениями, храмы, дворцы, фонтаны и другие монументальные сооружения, все это лежало в руинах. Абхазы периодически поднимали восстания в надежде освободить родную землю от турецкого гнета. Но еще известно о том, что исследователи на территории Сухумской крепости нашли и остатки христианских храмов. Начиная с 1985 года за этой стеной, значит, был обнаружен храм древний. Он совершенно необычный, необычная конструкция этого храма. Он сделан, притвор его в виде Мальтийского креста. Сам он, значит, тоже базилика такая, значит, октагональная. В конце XVIII века Сухум стал резиденцией владетельного князя Абхазии Келеша Чачба, которому султан присвоил звание сухумского бея и выдал соответствующую грамоту. В течение 3 десятилетий он проводил самостоятельную политику, успешно лавируя между интересами Турции и России. Келешбей очень четко понял стратегию. Она принадлежала абхазским князьям, очень долгое время переходила из рук в руки. А в случае, конечно, угрозы нападения, то, конечно, собиралось ополчение со всех сторон. От 20 до 25 тысяч могли выставить, как говорится, и конницу, и пехоту, которая могла защитить страну. Это как последний раз, когда турецкий султан обратился к Келешбею, чтобы он его выдал мятежного Таяр-пашу. Тот ему ответил: мы гостей не выдаем. И тогда была двинута эскадра. Ну, Келешбей Чачба, он собрал ополчение, 25 тысяч конниц, вот так было построено полукольцом по побережью. Они вытащили клинки, и клинки, сверкая на воздухе, ждали незваных гостей. Это было очень впечатляюще, и, как говорится, психической атаки турки не выдержали, и они вынуждены были ретироваться ни с чем. Долгое время могила владетельного князя Келешбея Чачба находилась на территории Сухумской крепости. После его гибели в 1804 году здесь он был похоронен. Вот карта 1828 года – это первый такой источник, где обозначена эта могила, вот, крестиком обозначена. Вот. В начале 20 века эту могилу украсили, значит, ее оформили таким образом. Здесь написано Келеш Ахмед, князь Ширвашидзе. Ну, на старославянском написано. Вот было. В 30-х годах эту могилу, значит, саму могилу, надгробие само разбили. После 1937 года. Значит, борьба была такая с князьями. Вот, на фото разбитое надгробие Келешбея. В 1960 году здесь собирались делать теннисный корт. Но по словам Бачгура Иснатовича Сагария, он мне говорил, что все-таки наверняка кости Келешбея похоронены там, за стеной. Значит, все-таки существует версия о том, что кости владетеля находятся вот здесь, за оградой. Да? Да, такое предположение имеем. Чтобы избавиться от протектората Турции, уже в начале XIX века абхазский владетель начал переговоры с правительством Александра I о принятии Абхазии под покровительство России. В планы же России входило господство на восточном берегу Черного моря.
русский царь послал военно-морскую эскадру под командованием капитана Дотта. Русские войска выбили турков из Сухумской крепости, а в бухте потопили 7 турецких судов. Эта крепость, кстати, во время последней осады, когда вот в 1810 году бомбили ее, десант высадили, Асланбей ушел подземным ходом, который вывел его на Гумисту. Но любая крепость в Абхазии, даже почти все храмы значимые, они имели подземные ходы. Обязательно. Это было время полной разрухи. В том же году до 5000 абхазов выселилось в Турцию. Это была первая в XIX веке волна переселения. Именно в это время Абхазию посещает французский ученый и путешественник Фредерик Дюбуа де Монпере. В своей книге «Путешествие вокруг Кавказа» он писал: «В Сухуме нет ничего, кроме следов домов и улиц, заросших колючим кустарником и высокой травой». «Манарочка» – это книга самая старая в нашей библиотеке, которая говорит о истории Абхазии. Ценнейшая книжка, которой пользуются очень многие ученые, приезжают, фотографируют. Вот этот атлас. Это карта Абхазии, да, вот зарисована. Написано Сухум-Кале, Гагра, Гагринский храм. Храм разрушенный, да, Лахна. В Абхазском институте гуманитарных исследований нам показали книгу «Атлас. Карандашные зарисовки и пейзажи Абхазии». Таким увидел Сухум в 1833 году Дюбуа де Монпере. Это было время, когда фотоаппарат еще не был изобретен, и потому эти карандашные зарисовки ценны тем, что абсолютно точно доносят до нас прибрежные очертания старого города. И еще, что очень важно, французский путешественник составил карту Абхазии. Вскоре Сухум стал меняться в лучшую сторону. Здесь осушали болото, и началось кое-где строительство. В ту пору Черноморской береговой линией командовал генерал Раевский. Начала развиваться торговля, установилось регулярное сообщение по морю с Керчью, а позднее с Одессой и другими городами. Сухумская крепость в свое время была разделена пополам. Восточную часть занимал инженерное управление, то есть инженерные войска, артиллерия и так далее. А западную часть крепости занимала тюрьма. Была Сухумская тюрьма, которая была поставлена. То есть вон те казармы – это да, тюрьма? Да, это тюрьма, там сидели известные люди. В свое время Серго Орджоникидзе сидел там в 6-й камере и так далее. Посетивший Сухум в 1853 году русский писатель Сологуб отмечал, что главным недостатком города был нездоровый лихорадочный климат, от которого страдали почти все его жители. Хинин был первой потребностью горожан. Сухумчане складывались по 10-12 человек и выписывали хинин из Одессы.